Здравствуйте! Вас приветствует команда Баштан Башта. И сегодня мы кратко разберем тему гендерного и семейного насилия. Гендерное насилие – это любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, то есть насилие совершается по отношению к женщине именно потому, что она женщина. Итак, семейное насилие – это преднамеренное применение различных форм физического, сексуального, психологического и экономического насилия над одним членом семьи в отношении другого, результатом которого являются телесные повреждения и, конечно же, эмоциональная травма. Закон против насилия в Кыргызской республике – один из наиболее прогрессивных на постсоветском пространстве. В настоящее время правоохранительные органы могут сообщать не только жертвы, но и свидетели. Но, как мы видим, на практике закон почти не работает, и многие агрессоры также уходят от ответственности. Самым большим отличием семейного насилия от гендерного насилия – это то, что оно происходит между людьми, состоящими в близких отношениях. В 2020 году количество фактов домашнего насилия выросло на целых 62%. Об этом сообщила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. По ее словам, причиной роста таких случаев послужила пандемия COVID-19. В нашей стране в случаях насилия требования предъявляют женщине, а не насильнику, что и приводит к тому, что женщины не обращаются в правоохранительные органы. В прошлом году был случай, когда украли 19-летнюю девушку. Она пережила 3 инсульта из-за того, что ежедневно подвергалась насилию со стороны похитителей. Что же мы хотим довести до нашего общества? Это то, что насилию нет оправдания, жертва никогда не виновата, и то, что нужно бросать стереотипы, женщина должна терпеть, женщина спровоцировала и так далее.